И впервые, сложно сказать, впервые они узнали о русском государстве или нет, думаю, что не впервые, но они впервые обратились коллективным письмом к Александру Первому, и в этом письме, я это называю, признались в любви к российскому императору и России, а по сути дела это была присяга российскому престолу, трону и просьба защитить маленький народ от тех бед, которые постоянно на него наваливались. То наводнение, то голод, то чума. И они оказались в очень плачевном состоянии. Вторая точка такая светлая, для меня, по крайней мере, в истории, хотя я не историк и прошу прощения, пусть историки меня поправят. Это 1859 год, когда в официальных книгах появилось впервые слово «крымчак». Какой год? 1859. Недавно. Да. Относительно. Почти 30 лет. Да. В официальной литературе, официальный документ, а до этого они не имели ни названия, никак. Их называли спейсами, беспейсами, крымские турки, еврейские турки, то есть тысячи и одно название. Ну, может быть, не тысячи, но достаточно много. Наконец, следующее значимое белое такое вот пятно, которое высвечивается из темной истории крымчакства, это 1913 год, когда первый наш учитель, дипломированный учитель Исаак Самуилович Каян провел первую перепись крымчаков. Результаты этой переписи я видел, и эта перепись спустя много препятствий и преград оказалась в Ленинграде, или в нынешнем Санкт-Петербурге, и хранится в Российском этнографическом музее. Удивительная перепись, потому что Исаак Самуилович, там 49 вопросов было. В основном эта перепись базировалась на пустографке, анкете, наверное, правильно сказать, которая была анкете переписи 1898 года, которая проводилась в России. И основную информацию он взял оттуда. Но кроме того, эта анкета была дополнена крымчакскими национальными вот этими пунктами. Ну, например, какие реликвии крымчакского характера есть в вашей семье? Что вам известно там, о происхождении крымчаков и кто они такие, откуда они? Не все писали, но некоторые писали достаточно занятные вещи. Просматривая эти материалы, я обнаружил несколько любопытных записей. Как один пишет: мой отец был генералом итальянской армии, приехал сюда, нашел красавицу крымчачку, женился, родил там 4 или 5 детей, и вот я его потом. Больше ничего я про крымчаков не знаю, но по смыслу. Много было интересных замечаний по поводу истории крымчаков. Но все сходились к одному, что существует два мнения или два лагеря мнений. Одни считают, это я суммирую, так сказать, одни считают, что крымчаки это иудаизированные тюрки. Другая противоборствующая сторона считает, что это иудаизированные тюрки, татары. Нет, тюркоизированные иудеи и иудаизированные тюрки. До сих пор в науке этот спор, как продолжался 180 лет, по-моему, так он и продолжается,
сегодняшний день изысканий практически нет, за исключением того, что в 1913 году исследователь Вайслингер опубликовал статью, посвященную традициям крымчаков, но не столько традициям, сколько он осветил фамилии крымчаков, потому что по фамильному составу крымчаки достаточно разнородная популяция, разнородная группа. Ну, например, у нас есть фамилия Мизрахи, которая свидетельствует о Мизрахах, которые... По-крымско-татарски как его Мизрах? Нет, это люди, которые пришли с Кавказа. Это восточный, или кавказский человек. По крайней мере, так вот. Может, они носили что-то подобное, и их этим предметом обозначили? Может быть, воины, значит, говорили вид, Мизрах – это Восток. Да, это восточный человек, достойный. А не как его. Ну, я просто, может быть, фонетически сблизил, не похоже. Не, не проблема. Это научная аудитория. Да. Я предоставляю фактический материал и за каждое слово готов ответить. А вот кто прав, кто виноват, я буду разбираться. Я был бы признателен, если бы ваши ученые помогли крымчакам и мне разобраться в этногенезе и в истории. Для студентов добавляю, Исаак Кая, один из первых авторов крымско-татарской грамматики. То есть, когда было Удапар в 20-х годах, они издали грамматику крымско-татарскую. Да, совершенно верно, да. И с тех пор она больше не издавалась. Эту грамматику не только изучали в крымчакских школах, но и один из последних учителей крымчакского языка, Ашкенази Шемель, Моисеевич, по-моему. Ну, не важно. Главное, что он был преподавателем крымчакского языка. В 30-е годы он в составе комиссии перестраивал татар татарскую письменность с арабской графики на российскую графику. И вот он входил в состав этой комиссии. А потом на старости лет, живя в Ленинграде, написал огромный рукописный словарь. Этот словарь в рукописном виде находится в Симферополе, в архивах Симферопольских. Сколько страниц там? Достаточно большой. По крайней мере, сравнивать с словарем Гриби, чисто визуально. Копию. Какого года? До военного. Нет, я думаю, что это послевоенный. Посмотрите. Я думаю, что это послевоенный, это 1974 он начал. Ашкенази, да? Ашкенази. Да. И это сейчас в рукописи хранится. Это не просто рукописи, это разрозненные листочки, которые нужно еще оцифровать, привести в вид потребный. Графика какая? Российская. Кириллица. Но я бы сказал, что это рукописный словарь русско-крымчакский. Сравнивая его со словарем Гриби, не будучи профессионалом в этой области, могу сказать, что чисто визуально мне показалось, это человек кажется, что у Ашкенази гораздо объемнее, точнее и шире, глубже одновременно сами слова. Может быть, это чисто субъективное мнение, но мне почему-то... Нет, это должно быть естественно, если Ашкенази не имел перерыва в знании языка. Вот Ильич все-таки имел перерыв. Крымчаки имели перерыв от 20 до 50 лет. От знания к... Да, до того момента, когда они вернулись к языку. Вот, к сожалению, какой интервал он присутствовал, наверное, у всех крымчаков, которые обращались на старости лет к изучению своего языка или к фиксации этого языка. Вот это еще одно такое светлое пятно.